Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, уважаемые представители средств массовой информации. Мы начинаем пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба об итогах командировки группы российских врачей в Кыргызской Республике. Вас проинформирует заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Каратаев Мадамин Мусаевич, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Кустов Евгений Владимирович, а также врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Козырева Лилия Сергеевна. Мадамин Мусаевич, вам слово. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Как уже отметили, с 23 июля находилась большая группа медиков из Российской Федерации для оказания медицинской помощи, консультативной помощи и методической помощи для больных и зарегистрированных по COVID-19 и пневмонии. Я хочу выразить вначале благодарность от имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Это бригада наших врачей во главе Евгением Владимировичем Кустовым. Они побывали во всех областях республики, они подробно сами скажут об итогах поездки, но мы хотим сказать, что действительно много помощи, много консультативной помощи получили наши врачи, не только именно в практическом плане, но и в обучающем плане. Поэтому я хотел бы представить слово сперва Евгению Владимировичу Кустову, чтобы он дал короткую информацию. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Добрый день. Как сказал уже Мадамин Мусаевич, наша группа приехала 23 июля. С 23 июля мы работали во всех областях Кыргызской Республики. Мы работали в 31 медицинской организации. В 31 медицинской организации нами была проведена работа по формированию или усовершенствованию противоэпидемического режима. Наши доктора, плечом к плечу с вашими докторами, с коллегами, с кыргызскими медиками, находились в красных зонах. Они занимались лечением пациентов. Помимо этого, мы проводили работу по обмену опыта, того опыта, с которым мы приехали, с тем багажом. Также наша задача была организовать систему противоэпидемического режима, при которой медицинские работники были бы защищены, не выходили бы, соответственно, из строя, не заболевали бы. Нами осмотрено более 4000 человек, пациентов выписано 564, подготовлено на выписку 370 человек. Также нашими коллегами, совместно с вашими коллегами, было переведено на неинвазивную вентиляцию легких 20 человек, снято с неинвазивной вентиляции легких 17 человек, переведено на снято с аппарата искусственной вентиляции легких 5 человек. Спасибо. Лилия Сергеевна, вам слово. Добрый день, уважаемые граждане Республики Кыргызстан, уважаемые коллеги. Я приехала сюда в составе бригады российских медиков как врач-пульмонолог, имеющий большой практический стаж работы, в том числе опыт работы с COVID-19. В мои функции входила прежде всего консультация наиболее тяжелых больных, осмотр больных в отделениях в красной зоне непосредственно, куда я заходила практически ежедневно, и совместно с вашими коллегами и с моими коллегами-пульмонологами, которых я нашла в Республике Кыргызстан, в стационарах и в госпиталях, мы каждый день корректировали лечение, занимались реабилитацией на ранних этапах пациентов с COVID-19. В процессе моей работы я также принимала участие в обсуждении клинического протокола новой версии, которая готовится к выходу в вашей республике. Хочу отметить, что кыргызские коллеги, кыргызские врачи обладают огромным мужеством, терпением, навыками практическими, стремлением к познанию всего самого нового, что есть в мире по борьбе с этой инфекцией.
И тот опыт, который я передала и который я приобрела путем общения с моими коллегами, путем ежедневной кропотливой работы, он бесценен. И я думаю, что наша совместная работа принесла те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. В первую очередь я хотела бы выразить в связи с этим огромную благодарность вашим врачам за прием, за теплый, за общение, за сотрудничество и за то, что я здесь приобрела нового. Спасибо. Спасибо. Дорогие журналисты, если у вас есть вопросы, прошу подойти к микрофону. А пока разрешите задать вам вопросы, которые поступили нам через социальные сети. Редакция РИА Новости отправила вопрос. Насколько известно, российские специалисты помогали Минздраву Кыргызской Республики в разработке 4-го протокола лечения коронавируса и внебольничной пневмонии? Разработан ли 4-й протокол лечения? В чем его особенности? Какие изменения были внесены в предыдущий метод лечения? Действительно, я уже сказала, что проводилось совместное обсуждение новой версии протокола по лечению COVID-19 в связи с тем, что появляются новые препараты, новые подходы к лечению этой инфекции. В отличие от предыдущего протокола внесены изменения в части респираторной поддержки и то, что касается интенсивной терапии при COVID-19. И есть изменения в этиотропном лечении в качестве альтернативных схем. Применение антицитокиновых препаратов или биогенно-инженерных препаратов для лечения таких осложнений, как цитокиновый шторм и респираторный дистресс-синдром. Спасибо. Уважаемые коллеги, здесь в первую очередь вы знаете, что 17 июля у нас пошла общая статистика. Раньше мы регистрировали только COVID-положительных и взяли и статистикой показывали. 17 июля началась, значит, общая статистика с добавлением внебольничной пневмонии. Сейчас мы говорим пневмонии. Здесь именно первые 3 версии, в основном акцент был, значит, как можно COVID лечить и осложнения. А 4-я новая версия, это с учетом того, что у нас много получается пневмонии, осложнения, то, что сказала Лилия Сергеевна, и уже 4-я версия готова. Я думаю, что на днях будет подписан приказ, и оно выйдет, 4-я версия, для использования нашими практическими врачами. Рахмат. Кийинки суроо мамлекеттик тилде экен. Facebook колдонуучусунан күн сайын чыгарылып жаткан статистикалык маалыматтарды кантип эсептеп чыгарып жатасыздар? Лабораторияларга барып анализ тапшырган жарандардын диагноздору дагы эсептелеби? Бул жерде мына акыркы убакта бизде ковид боюнча өзүңүздөр билесиздер стабилдештирип азайып эле калды. Анан кийин мен айткандай 17 июлда биз пневмонияны кошкондо тезинен биздин көрсөткүчтөр өтө көбөйүп кетти. Бул боюнча биз күнүгө 2000'дин тегерегинде изилдөөлөр жүрүп атат. ПЦР анализдер, алардын жыйынтыктарын дагы эсептеп, анан кийин пневмония клиника боюнча кайрылган пневмонияларды эсептеп туруп, бирге статистикалык көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатабыз. Рахмат. Дагы бир суроо поликлиника медиасынан келиптир. Коронавирустун июль айындагы өлүмүнө башкы себепчи эмне болду деп эсептейсиз? Дарылоонун кийинки протоколу адистеринин кеңири катмары менен макулдашылып түзүлдүбү? Натыйжалуу деп эсептейсизби? Коронавирустун эмки толкуну качан күтүлөт? Биз ага даярбыз деп айткан менен иш жүзүндө дагы шашып кетип калбайбызбы дейт. Биринчиден, урматтуу мекендештер, июль айында эң чоң көрсөткүч болду. Ал жерде бардыгыбыз кыйналганга туура келди. Биринчиден, мына айтып кетейин, бул жерде эң оор абалда келгендердин саны да көбөйдү, биринчиден. Экинчиден, мындай толкунга биз даяр эмес элек. Карантин убагында бардыгы санитардык эпидемиологиялык режимдерди сактап турган болду. Анан кийин дагы бир себеп бизде мына айтып атабыз койкаларды, биз кошумча койкаларды ачтык, кошумча ооруканаларды, анан кийин күндүзгү ооруканаларды ачууга да туура келди. Негизинен Бишкек шаарында өтө көп ооруканаларга өтө көп жүк болду. Андан кийин бул жерде айтып кетиш керек, туура бизде медицина мекемелеринде кадрлардын жетишпегендиги,
Экинчиден бизде негизги жабдуулардын биз өз убагында жетишпегендиги. Бул жерде 100% мен өзү айтат Евгений Владимирович өзүнүн оюн бул боюнча дагы биз талкууладык. Андан кийин бул жерде мына сиздер айтып атасыздар, эч ким бүгүнкү күндө кепилдик бере албайт. Мына экинчи толкуну болот же дагы оорубайт деген. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтып коеюн. Мындай антитела бар, мен ооруп чыктым, болду, мен оорубайм дегенден алыс бололу дагы санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактайлы. Андан кийин эми адистердин айтышы боюнча божомол. Бизде азыркы күндө божомолдо ушул экинчи толкун эмес, бул жерде мына ноябрь, декабрь айларында сасык тумоо менен респиратордук вирустук инфекция кошулганда кандай болот деген коркунучтар, коопсуздуктар турат. Бирок бул боюнча бизде менимче медицина кызматкерлери, медициналык кызмат бүгүнкү максималдуу түрдө даярдык бар. Анан дагы айтып кетейин десек, мына биз Семетей обсервациясын бүгүн толук гана мына 1000 койкадан ашык койкаларды даярдап, биз толук атайы пневмония менен ковидке байланышкан ооруларды жаткызууга даярдап жатабыз. Андан кийин башка оорулар боюнча мына эң негизгиси бул жерде республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасы менен 6-чы оорукана бүгүнкү күндө кабыл ала баштайт. Бул пневмония менен ковид менен калган ооруканалар өзүңүздөр билесиздер, кичине оорулуулардын да саны азайды. Кудайга шүгүр өлүмдүн көрсөткүчтөрүн да азайтып атабыз. Эми ал Кудай сактасын ал боюнча. Ошондуктан башка ооруканалар өзүнүн профили боюнча жардам берүүгө даяр. Рахмат. Facebook колдонуучусунан дагы бир суроо. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги Россияда иштелип чыккан коронавируска каршы вакцинаны сатып алуу жөнүндө пландары барбы? Пландар бар. Вакцина боюнча кечирип коесуздар, мен баягы 3-чү, 4-чү версия боюнча сиз айтып кеттиңиз эле, мен ал боюнча унутуп калыпмын. Бул жерде биз айтып атабыз, ошол бул негизинен ачык талкуу болду. 4-чү версия боюнча. Ошондуктан көп убакытты алды. Мына биз өзүбүз эле Россия врачтары келгенден бери мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, алар дагы катышты Россиядан келген врачтар. Биз ачык, эгерде талкуу боюнча кандай ойлор, сунуштар, сын пикирлер болсо, биз ачыкпыз, сын пикирлерди практикалык врачтар берсе болот. Анан вакцина боюнча мына өткөн жумада айтып кетти, ал боюнча биз бүгүнкү күндө расмий түрдө алганга мына биз азыр алардын санын биз билбей атабыз, канча чыгат. Ошол боюнча бул Россиядан вакцина чыгып далилденген болсо биз алганга даярбыз. Рахмат. Следующий вопрос. Насколько важен реабилитационный период для больных, которые уже переболели коронавирусом? Значит, уважаемые коллеги, мы понимаем, что тот рост заболеваемости и всплеск заболеваемости пациентов с COVID-19 и с внебольничной пневмонией был связан из-за отмены ограничительных мероприятий. На момент возникновения данной ситуации мы считаем, что правительство, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики приняло все необходимые мероприятия для того, чтобы справиться с той ситуацией эпидемиологической, которая была на момент подъема заболеваемости. Также хочется сказать, что в принципе ни одна страна в мире не была готова к тому, с чем столкнулась. На данный момент мы побывали практически во всех лечебных учреждениях, так или иначе, во всех самых крупных больницах, где были развернуты госпитали, инфекционных госпиталях, где были развернуты койки для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Нами было внесено предложение или даны рекомендации по развертыванию госпиталя на базе Семетей, на обсервация Семетей, на 650 коек. Я считаю, что, или мы считаем, что развертывание данного инфекционного госпиталя снимет ряд вопросов по оказанию медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в городе Бишкек и Чуйской области. Спасибо. И вот следующий вопрос. Что же касается реабилитационного периода для пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19 и внебольничной пневмонии, какие рекомендации им нужно соблюдать? Мына ошол
Ну, что касается реабилитационного периода для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии, которая, возможно, также имеет вирусную или вирусно-бактериальную природу, то на сегодняшний день в Российской Федерации разработана уже вторая версия клинических рекомендаций временных именно по реабилитации таких пациентов в связи с тем, что в процессе изучения данной инфекции есть данные о том, что в легких у пациента может развиваться так называемый постковидный фиброз в различной степени тяжести, который будет нарушать диффузионную способность легких. Это, во-первых. Во-вторых, те изменения, которые происходят в легких, особенно при средней и тяжелой степени, могут ограничивать и физическую активность пациента, снижать его работоспособность. Поэтому в рекомендациях приводятся как общие положения, так и конкретные комплексы упражнений для развития и восстановления дыхательной мускулатуры, для восстановления жизненно важных витальных функций человека и профилактики вот этих фиброзных изменений, которые со временем могут усугубляться. Предстоит долгая работа, в том числе и пульмонологам, по мониторингу этих изменений. В основном это будет проводиться путем проведения компьютерной томографии, которая может дать ответ на то, насколько выражены в данный момент эти изменения и как они просматриваются в динамике. Спасибо. И вот уточняющий вопрос, а сколько вообще должен длиться этот реабилитационный период? На этот вопрос вам никто не даст точный ответ, потому что данный период зависит, во-первых, от тяжести перенесенного заболевания, от объема поражения, от того, насколько пострадало общее состояние каждого индивидуального организма и как он сам будет с этим справляться после уже перенесенного курса лечения. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба. Об итогах работы группы российских врачей в Кыргызской Республике вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Каратаев Мадамин Мусаевич, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Кустов Евгений Владимирович, а также врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Козерова Лилия Сергеевна. Спасибо за внимание.